Добрый день, меня зовут Айсулу, и следующие 15-20 минут мы проведем вместе. Мы поговорим про обучение, про студенческую жизнь в Назарбаев университете, а главное то, что все это будет на моем опыте. Я расскажу, каким образом проходила моя учеба во время года Foundation, во время бакалавриата, и немного расскажу о себе, каким образом моя жизнь изменилась благодаря Назарбаев университету. Но для начала немного хотелось бы познакомиться и рассказать о себе. Меня зовут Айсулу. Возможно, некоторые знают меня как Айса Адвайс. Веду небольшой блог. Далее, на данный момент учусь на 2-м курсе Назарбаев университета, изучаю экономику, а также хочу получить майнер по испанскому и по математике. Надеюсь, у меня это получится. И в Назарбаев университете я начала заниматься графическим дизайном, создала свой проект, чем я сейчас занимаюсь, проект Юни, и попробовала много чего. Это финансы, даже снялась в фильме. И сама суть данной истории, что когда-то я занималась только учебой, но благодаря Назарбаев университету, благодаря таким возможностям я все-таки стала разносторонней личностью и многое перепробовала, можно сказать, и набралась хорошего опыта. И для того, чтобы вам было легче во время навигации, и я создала такой упрощенный таймлайн. Здесь вы можете увидеть, можно сказать, небольшую часть моей жизни. И чтобы вам далее было немного легче ориентироваться. Опять же, во-первых, мой бэкграунд. Я с Павлодара, закончила 10-й лицей и целых 5 лет занималась олимпиадой. И долгое время я занималась только учебой. И 11 класс был достаточно таки сложным. Я готовилась к экзаменам, набрала по НУФПЕДу где-то 173-183, честно говоря. Не помню точно сколько, так как уже достаточно много времени прошло. Для себя, если кто не знает, ЕНТ нам не надо сдавать, но для себя я его все-таки сдала. Поступила в несколько вузов, заграничные и наши казахстанские, и все-таки выбрала учиться в Назарбаев университете, именно выбрала программу Foundation через программу. И тут началось самое интересное. И тут вы можете видеть, чем я занимаюсь сейчас и чем я занимаюсь. И далее мы поговорим про программу Foundation и бакалавриат. Но для начала многие спрашивают, в чем различие между Foundation и все-таки поступлением Direct. Об этом вы немного больше узнаете, когда я начну рассказывать про саму программу Foundation и как проходил мой первый курс. Но причина того, почему я все-таки выбрала программу Foundation, это то, что, во-первых, как я упоминала ранее, я занималась только учебой, и мне хотелось набраться более такого практического опыта. Мне хотелось начать что-то создавать, активничать. И по слухам я понимала, что Foundation, скорее всего, мне больше в этом поможет. И более того, я не знала, какую профессию все-таки я хочу. Я колебалась между экономикой и математикой. И из-за этого я все-таки выбрала Foundation. И, честно, я не жалею. Но, конечно, через Direct тоже есть такой вариант. Но, видите, сразу предупреждаю, что у каждого свой путь. И для меня самый лучший вариант это был год Foundation, для меня своего рода gap year. Далее. Смотрите, как только я выбрала, что я хочу поступать через Foundation, я сдала самые такие нужные экзамены, как IELTS, НУФПЕД. В то время немного requirements были другие. И в то время еще у меня была областная республиканская олимпиада. Если кто не знает, то через республиканскую олимпиаду также можно поступить в Назарбаев университет. Вам только дополнительно надо будет сдать IELTS. Я попробовала, но, честно говоря, у меня не получилось. Далее закончила школу, защитила свой Алтын белгі, поступила в иные вузы, получила пробежку с Назарбаев университета. Далее узнала, когда я уже заезжала, можно сказать, уже
начинала учебу в Назарбаев университете, я узнала, что я уже дополнительно получила грант в КИМЭПе и в другие иностранные вузы, можно сказать, такие, но все-таки я выбрала все-таки Назарбаев университет. Далее. Программа Foundation. Хочу хорошенько рассказать, что это такое. Вы целый год изучаете общие предметы. Вообще программа Foundation дается для того, чтобы вот этот переход между школой и учебой в университете, он был достаточно таким гладким, чтобы это все легко прошло. И для этого у нас есть программа Foundation. И, как вы знаете, полностью обучение на Назарбаев университете на английском языке. И из-за этого все самые такие основы вы проходите тут. И главное, что у вас будет, это EAP, English for Academic Purposes. И данные занятия проходят очень интересно. Мы учимся, как делать research, как правильно цитировать. Немного схожи некоторые задания по IELTS. И самое такое отличительное насчет программы Foundation, что у вас будет стабильная группа из 16-15 студентов, как и вы, которые вместе, вы проходите весь год, данный год Foundation вместе, и более того, у вас будет тьютор, который, как классный руководитель, вам будет, если надо, будет помогать. И если у вас какие-то будут вопросы вне даже академической части, то он вам может помочь. И насчет того, что вы изучаете, как я упоминала, у вас будет EAP, это English for Academic Purposes, будет математика. Далее у вас будет 4 предмета из 6 элективов, например, как физика, биология, химия, бизнес, география и HSS, Humanities and Social Sciences. И из них вы выбираете 4. И тут есть интересно, как PDM, как я упоминала, Foundation, это для того, чтобы у вас все это постепенно хорошо прошло, вот этот shift между школой и университетом. И PDM вы изучаете такие интересные темы, как стресс-менеджмент, как управлять бюджетом, временем, как работать в команде. И такого нет в других университетах, и, честно, мне это очень понравилось. И мой опыт. Тут вы можете видеть мою группу, увидеть моего тьютора. И с этими ребятами мы до сих пор общаемся, родные люди. И знаете то, что во время бакалавриата у вас не будет такой стабильной группы, потому что каждый выбирает сам, какой предмет он будет изучать, а секции разные, из-за этого ваша группа каждый раз будет меняться. Но данная группа во время года Foundation у вас, она будет стабильна, вы почти каждый день будете видеться. И мой тьютор это был Стив. Этому человеку я нереально благодарна, потому что до сих пор мы с ним общаемся, как я упоминала. Если вы увидели, я изучаю испанский язык. Стив, он сейчас в Испании, он сейчас не работает на Назарбаев университете, но до сих пор мы вместе общаемся, я ему помогаю при изучении русского языка, практиковать русский язык, а он мне помогает с испанским. И тут отличие Назарбаев университета, что тут профессора, они нереально открыты, и они готовы вам помочь. То есть это не единственная история, как профессора помогают и даже приглашают, например, Стив меня приглашают в Испанию для того, чтобы вот, если что, он может что-либо там показать, саму страну, саму культуру. Вот, и такие возможности тоже есть. И далее, как я упоминала, во время года Foundation вы пишете Research Project. И данный проект мне тоже помог, потому что, как я упоминала ранее, я не знала, в какой сфере я хочу дальше развиваться, а целый год, лучше сказать такие, 1 семестр вы будете полностью изучать свою тему, ту тему, которую вы сами выбираете, что вам интересно. Я выбрала экономику,
И, честно, многое узнала. Узнала, что существует такая сфера, как нейроэкономика. Не буду вдаваться в детали, но я поняла, что это мое. Далее. Самое интересное – это студенческая жизнь, скорее всего. Организации, мероприятия. С первых дней я была в шоке от того, сколько мероприятий проходит в Назарбаев университете. Особенно во время моего года Foundation. Их было нереально много. И, возможно, это все сравнение. И, например, на первой фотографии вы можете увидеть Астана Бал. У нас проходят вот такие встречи, мероприятия, как Acoustic Night. И все данные фотографии, например, от New Image. Это тоже студенческий клуб, который занимается фотографией. Далее снимки — это их, как я упомянула. И насчет мероприятий. У нас к нам приходят разные гости, и как на третьей фотографии они приходят, делятся своим опытом. И данные мероприятия также мне помогли в свое время, потому что известные личности, мастера своего дела, можно так и сказать, они делятся своим опытом, своими знаниями. И таким образом я понимала, что я больше хочу от своей жизни и чем я хочу дальше заниматься. И насчет организации. Студенческие клубы. Их у нас более 200. И официально вы можете увидеть то, что на официальном сайте их разделили на 6. Education, Research, Art, Culture. Вот это все вы можете хорошенько прочитать на официальном сайте. И более того, многие студенческие организации имеют свой Инстаграм. Они создают там, делятся, какие мероприятия у них там проходят. Вы можете тоже хорошенько поискать, узнать об этом больше. И смотрите, у нас есть организации, которые полностью занимаются, например, изучают математику, и это им нереально интересно, и они могут вместе собраться и участвовать на разных олимпиадах, состязаниях. Далее есть Case Club, который решает кейсы, есть медиа, есть клубы, которые изучают языки. Например, посередине вы можете увидеть как коллаборация Spanish Club, и здесь у нас латинские танцы, то есть такое мероприятие, как Coco Fest у нас проходит. И данные, например, клубы как French, Spanish, Turkish Club тоже делают то, чтобы ребята узнавали про данную культуру немного больше. И Charity. У нас был случай, что выпускница Назарбаев университета заболела, и всем университетам мы, ребята с Назарбаев университета организовали гаражную распродажу и собрали большую достаточно сумму для того, чтобы помочь ей. Таким образом, вы можете видеть, что New Community, оно очень даже сплоченное. И насчет Sports and Dance у нас очень много секций по танцам. У нас есть йога, латинские танцы, Dance Club, просто New Dance Club. Если вы видите их перформанс в Инстаграме, это просто вау. New K-pop, Dance Club. Просто я не смогу все это перечислить. Их нереально много, и они нереально талантливые. Далее, насчет моего опыта, почему это настолько важно для меня. И почему все-таки я делаю упор дополнительно на подобную организацию, на подобную активность. С первых же дней в Назарбаев университете я воплотила свою давнюю мечту. Я научилась играть в теннис, далее занималась латинскими танцами, была частью Volunteers Club, Business Club. Volunteers Club вместе я там участвовала, можно сказать, волонтерила на концертах, на больших таких ивентах. С бизнес-клабом мы, ребята с бизнес-клаба вместе мы организовали большой форум. Далее частью стала Basta Newspaper. Basta Newspaper — это единственное подобное медиа. В свое время это было единственное медиа для Назарбаев университета. Мы создавали свой журнал, и вы можете немного позже об этом узнать еще больше. И самое интересное, что в то время я даже, благодаря, можно сказать, Назарбаев университету,
снялась в фильме. Открываю почту, вижу, что их проходит кастинг, не знаю куда, но все-таки я пошла. И меня взяли. И во время съемок я прихожу и вижу Шако. Тут можно увидеть фотографию. И таким образом я снялась в фильме, потом увидела данный фильм изнутри, можно сказать, как это все происходит. Потом с этим фильмом дальше я снялась и в другом сериале. Тоже такой небольшой интересный опыт. И создала свой YouTube-канал, начала делиться своим опытом со школьниками про Назарбаев университет, про то, как путешествовать. Больше я делилась, конечно, еще дополнительно про то, как Олимпиада повлияла на мою жизнь. Стала блогером небольшим таким. И данный весь опыт, что я имела, он мне помог создать CV, можно сказать. Это огромный опыт. Я научилась работать с Photoshop, начала с монтажа видео даже такие. И далее я проходила даже стажировки, помогала во время создания стартапа, можно сказать, таким. Но самое главное еще данной организации, они помогают влиться в комьюнити, узнать новых людей, так как это тоже важно. И даже сейчас, когда я вижу, хотя я, например, сейчас не являюсь частью New Volunteers Club, но когда я вижу их в университете, мы обязательно здороваемся, общаемся. И это тоже важная часть жизни, и это нереально приятно, когда такого родного человека ты просто видишь и можешь дальше общаться. И более того, в свое время у нас очень много интересного мы вместе готовили. Маклюбе, манты, много интересных было вместе. И далее я выбрала экономику, и далее начинается undergraduate. И интересно то, что в школе SSH, немного undeclared. Есть такое, что первый год вы не имеете определенный мейджор, а undeclared, потому что за 1 год вы должны закрыть определенные предметы. Не буду углубляться, но тоже интересно. И про курсы. У меня была возможность взять испанский язык. У нас есть курсы по языкам. И дополнительно вы от своего предмета, то, что вы изучаете, вы можете дополнительно взять те предметы интересные, как, например, для меня это была социология, вне моей профессии, можно так и сказать. И как проходил мой undergraduate. И немного еще хотелось бы рассказать, что во время undergraduate у вас больше предметы, те, которые связаны с вашей профессией. Это, например, у меня была макроэкономика, это был calc, а во время года foundation все-таки более general такие предметы. Я взяла испанский и больше начала заниматься экономикой. То есть я прошла небольшую такую стажировочку в BCPD, то есть училась, как составлять портфолио, как правильно инвестировать, узнала про финансы и начала заниматься своим проектом Юни, где проект Юни — это где сами студенты делятся своим опытом, и, например, специалисты своего дела тоже делятся, рассказывают. Начала больше заниматься этим. И как я ранее говорила, я еще занимаюсь графическим дизайном. То есть, как вы видите, что учеба — это, да, важно, но в моем случае я понимаю, что дополнительно надо иметь дополнительно интересно, то есть надо иметь дополнительно интересно, и для меня это было Баста, это графический дизайн. Посередине вы можете увидеть мою первую работу для Баста. И тут еще интересно, что в этом году, то есть в прошлом учебном году, вышла обложка с моим дизайном Баста. Тут вы можете видеть, и, конечно, это очень приятно, что подобное происходит в моей жизни. И Назарбаев университет, я нереально благодарна за это. Но знаете, что я благодарна Назарбаев университету за то, что у вас есть такой комьюнити.
тут ребята нереально талантливые. Да, многие говорят, что у нас сложно учиться, но я вижу, многие ребят совмещают учебу, они занимаются танцами, проводят подобные ивенты. Просто когда ты проходишь по главному атриуму, ты можешь увидеть, насколько талантливые люди. Кстати, все эти фотографии от New Image, например, они занимаются фотографией, и как это красиво они делают. Вы можете увидеть New Dance Club мемберы. Справа это постановка. Как наши студенты, они тоже делают постановку, как они играют. Я просто не могу описать словами. Много интересного происходит у нас. Это вне академической части. Вот. И постаралась быть полезной для вас, рассказать про саму жизнь Назарбаев в университете. Немного рассказала про академическую часть. Но каким образом я хочу все-таки закончить? Это то, что, ребята, хорошенько все-таки стоит узнать про сам университет. И я благодарна. Вот таким образом я рассказала про Назарбаев университет. Но, как и обещала, я хотела бы еще рассказать про то, как все-таки подготовиться дополнительно, потому что многие сейчас подают документы, и, конечно, это достаточно сложно. В свое время я, как сказала, набрала очень даже хорошие баллы. И тут хотелось бы сказать, что следите за своим прогрессом. Даже и сейчас, у меня GPA 3,72, 73, достаточно хороший GPA. И мне помогает то, что я все делю на топики. То есть я перешла быстренько так к советам. Все-таки Ice Advice, мне хочется делиться своими советами. Вот. Ребята, просто следите за тем, какие топики вам надо знать. Например, по математике можно хорошенько расписать темы и просто отмечать. Например, в своем случае я делаю, например, chapter. Первую главу я прочитала, вторую главу я прочитала. И просто отмечаю и слежу, какую тему, насколько я знаю. И второе, следите за своим прогрессом, записывая свои результаты. Это мне нереально тоже помогает понимать, в каком направлении мне дальше развиваться, что я хорошо знаю, что плохо. И есть многие платформы, как Notion, которые помогают вам следить за этим более оптимально. Вот немного полезности в конце. И вот примерно так мы, скорее всего, закончим. Спасибо за то, что меня послушали. Надеюсь, это было для вас полезно. Хотелось все это хорошенько объяснить, рассказать, поделиться своим опытом. Конечно, очень многое хотелось бы еще сказать, но на этом все. Ребята, вам удачи. Надеюсь, это было для вас полезно. Удачи вам и встретимся в Назарбаев университете.